Селение Мецехал – комплекс сооружений башенного типа, расположенный на отроге горы Мятлам. Этот башенный комплекс был административным и культурно-экономическим центром позднесредневекового Джейрахско-Мецехальского горно-ингушского общества. Сейчас он большей частью находится в руинах, разрушен во время депортации ингушского народа в 1944 году. В селении Мецехал прослеживаются остатки 2 боевых и 13 жилых башен с разнообразными пристройками и заградительными стенами позднего средневековья. Поселок состоял из 2 обособленных, но тесно взаимосвязанных, мощных башенных замковых комплексов. Боевая башня этого замка, квадратная в плане, имела 5 этажей, плоскую крышу с зубчатым венчанием и достигала 16-метровой высоты. До наших дней дошла фотография пока еще не разрушенного средневекового замка в селении Мецехал, датируемая 1903 годом. Но во время трагических событий 1944 года, этот аул, состоящий из замков и башен, был разрушен карателями НКВД практически до основания. Сегодня от него остались одни лишь руины. Наиболее подробные сведения со слов исследователей про башенный и замковый комплекс Мецехал можно найти в труде кавказоведа Ивана Щеблыкина «Путеводитель по Ингушии», выпущенный во Владикавказе в 1929 году. На страницах этой книги автор, помимо описания замкового комплекса, упоминает и тогдашнего хозяина этих владений, Бунхо Тачиева, который в народе славился не только как гениальный лекарь, проводивший профессиональные хирургические операции, но и как талантливый кузнец. В Мецехале несколько жилых башен, 2 боевых и замок, принадлежащий Бунхо Тачиеву. Когда-то замок был обширным, в настоящее время он состоит из 5 жилых башен и 1 боевой. Замок интересен по планировке, по своему внутреннему устройству и некоторым деталям. Вовнутрь можно попасть только через одну дверь, которая выходит в коридор, образуемый стенами жилых башен. В коридоре каменная, примитивно сложенная, лестница во 2-й этаж. По бокам коридора двери, ведущие в нижний и полуподвальные этажи жилых башен. Искусно замаскированный каменный мешок для хранения зерна. В одном из нижних полутемных этажей на цепях висит громадный клепанный котел красной меди. Раньше в нем варили пиво, а во время осады кипятили воду для отражения нападающих. 2-е этажи башен были приспособлены под жилье. Высота стен башен различна, до 10 метров. Боевая башня состоит из 5 этажей и достигает 16 метров высоты. 2-й этаж от 3-го отделяется каменным сводом. Лаз, входная дверь башни выходит во внутренний двор на высоте 5 метров от земли. В стенах проделаны глухие ниши для боевых припасов, слуховые окна, наблюдательные и боевые, узкие глазки отверстия. У владельца замка Бунуха Тачиева хранятся железные, ручные кандалы, в которые заковывались пленники и рабы. Во дворе замка помещается маленькая кузня, где Тачиев изготовляет разные вещи, имеющие спрос и сбыт среди населения. Мецехал, по словам Тачиева и других местных жителей, существовал еще задолго до царствования царицы Тамары. Слово Мецехал он и другие объясняют по-разному: то это имя какого-то легендарного героя, то это имя народа, который, поселившись здесь, выстроил замок. Помимо подробного описания данного строения, автор в одной из иллюстраций своей книги наглядно изобразил ныне разрушенный замок Тачиевых в Мецехале.